Национальной библиотеке Коми вскоре исполнится 185 лет. Без малого за 2 века ее фонд увеличился в 880 раз. Сама библиотека сменила несколько названий и пережила не один переезд. Большой подарок к солидному юбилею – недавно открытое после капитального ремонта здание Национальной библиотеки. Дарья Вологжанина о том, как все начиналось. В самой отдаленной глуши Вологодской губернии, в месте, где прекращается почтовая дорога, из-за которой лежат непроезжаемые леса и тундра, возникла первая библиотека Коми края. Ее открытие стало большим культурным событием для местной интеллигенции. На тот момент в фонде библиотеки было всего 1000 книг. Потихоньку библиотека разрасталась. Приобретались старинные рукописи, песцовые книги и документы. Мы живем, можно сказать, от юбилея к юбилею тоже в библиотеке. Вот этот год наступивший у нас юбилейный, 185 лет в ноябре будем праздновать. И, конечно, мы уже многие годы изучаем историю нашей библиотеки. И этим тоже занимаются сотрудники фонда редкой книги. Посмотрите, несколько штампов, которые говорят о том, как вообще выглядели штампы нашей библиотеки, как она называлась в разные времена. В 1902 году в Уссысольске открылась публичная земская библиотека. Занимала она всего 2 комнаты. О доступности, как в нынешние времена, не было и речи. Вход только после оплаты годового членского взноса. Позволить себе мог не каждый. Масштабные изменения пришли вместе с советской властью. Тогда по указу Ленина начали создаваться бесплатные читальни. Уссысольская уездная общественная библиотека – еще одна предшественница привычной нам Ленинки. А дальше изменения названий и переезды. Предпоследним пристанищем библиотеки стал 2-й этаж дома купца Камбалова. Тот самый дом, в котором сейчас находится Маршаковка. Вы знаете, я думаю, что она всегда была очень величественной, потому что уже по прошествии 10 лет после Великой Отечественной войны принимается такое важное судьбоносное решение для республики, для жителей республики Коми, как строительство национальной библиотеки. Место нашли возле пожарной каланчи. Рассмотрели несколько типовых проектов архитекторов Лысякова и Лопата. Под нашу местность переработала их первая в Коми женщина-архитектор Феофания Тентюкова. Она же внесла важный элемент – колоннаду. В старом здании, где библиотека республиканская размещалась до этого, были очень тесные помещения и совершенно не приспособленные ни для работы с читателями, ни для хранения книг. И, конечно, вот сразу переезд в такое большое, прекрасное, красивое здание, вы представляете, какой праздник был для всех работников. Храм знаний, такой, каким мы знаем его сегодня, торжественно открыли чуть больше 60 лет назад, в 1958 году. В столице республики Коми, в Сыктывкаре, открылась новая библиотека. В этом зале все для молодежи. Какой увлекательный мир открывается здесь перед ней. Зал для научных работников. Специалисты различных отраслей знаний найдут необходимую им литературу. 326 тысяч томов. Такой библиотекой город может гордиться. Ежедневно ее посещает около 1000 рабочих, служащих, студентов. Книга прочно вошла в быт населения Коми, одной из самых северных республик Российской Федерации. Обветшавшее с годами здание Ленинки было решено ремонтировать только спустя почти 70 лет. В 2019-м его закрыли на капремонт. На преображение главного книгохранилища республики ушло 500 дней. Трудностей было много, начиная от заминок с документами, заканчивая инженерными сюрпризами. Перед подрядчиком стояла нелегкая задача – сохранить историческую лепнину и воплотить русский ампир 60-х в современную интерпретацию. Отремонтировали от и до – фасад, кровлю, входную группу, инженерные коммуникации. Вложили 125 миллионов рублей. В день открытия глава Коми говорил о значимости проекта. Это хорошо, что мы все равно в столетие республики вновь обрели эту реликвию. Это действительно реликвия. И вот всем нам сегодня, участникам и свидетелям этого события, нам крупно повезло. Еще раз говорю, что это на самом деле счастливая звезда, которая всем нам сегодня выпала присутствовать при таком замечательном событии. Возрождении
из пепла этого дворца. В обновленной библиотеке читатель уже не увидит знаменитых зеленых ламп и длинных столов. Удобные диваны и столы, компьютеры и информаты, поисковые системы по книгам. Теперь получить необходимую литературу стало проще. Что касается библиотеки 2008 и 2022 года, это совершенно разные библиотеки. Сейчас процесс у нас автоматизирован, очень много процессов автоматизированных. Раньше это все были карточки, бумажки, где мы что-то записывали. Библиотека – это уже не просто место для получения и выдачи книг. Это место встречи, это место проведения каких-то знаковых событий. Это место для того, чтобы просто пообщаться с людьми, встретиться, посидеть, поучаствовать в клубах, поучаствовать в мероприятиях, прийти сюда с детьми, получить удовольствие. Сейчас в 17 фондах библиотеки более 800 единиц хранения. Планируется расширение. Вместимость библиотеки до 1 миллиона экземпляров увеличили за счет рельсовых стеллажей. А к открытию закупили свежую партию книг 21 и даже 22 года. Самый интересный отдел – редких книг. Самая старая книга фонда нацбиблиотеки – печатный псалтырь с рукописными вставками 17 века. Это не просто набор каких-то изданий, каких-то документов, а это именно исторический книжный портрет того места, где библиотека находится. Но в нашем случае, в случае Национальной библиотеки, это исторический книжный портрет региона, да, всего Коми региона. И вот даже сегодня в наших условиях, да, еще, в общем-то, продолжающегося ремонта, да, вот тот набор книг, да, который мне удалось сегодня вынести, да, из наших помещений, он, в общем и целом, какую-то характеристику этого портрета тоже может дать. Поменялся за долгие годы и читатель. Ни для кого не секрет, что всемирная паутина отбила часть читательской аудитории у библиотек. У Национальной 22 тысячи преданных читателей. В их числе много научных сотрудников и студентов. За время существования библиотеки сильно сменился и трудовой коллектив. Но есть и старожилы, те, которые работают в Ленинке не один десяток лет. Время от времени нашим библиотечным коллективом мы фотографируемся. И если вот брать старые фотографии и нынешнего года, то коллектив сменился практически полностью. Тот, кто меня помнит, скажем, 20-летний, когда я сюда пришла, осталась единица. Очень много молодых библиотекарей. Причем библиотекарь – это мужской род. То есть у нас очень много мужчин появилось. Тогда, когда я пришла, их было всего 2. Сейчас их более 20. Сейчас в календаре сотрудников библиотеки масса мероприятий и проектов. Совсем недавно получили грант от Росмолодежи. На его средства реализуют проект «Здравствуй, родная моя». В нацбиблиотеке будет создан цифровой архив писем фронтового врача, нашего земляка Ивана Чебанова. На короткой ноге библиотекарей с современными технологиями. О красотах Коми-края теперь есть даже аудиоподкасты «Путешествуем по республике» с известными людьми. Сотрудники читальни рушат стереотип о том, что библиотека – это скучно. Библиотеки 21 века давно стали настоящими культурно-досуговыми центрами, где проводят встречи и работают клубы по интересам. Особенно, когда инициативы хранителей знаний поддерживает региональная власть. Когда глава республики Владимир Уйбак, как никто другой, заинтересован в том, чтобы в будущее республики были инвестированы такие масштабные проекты.